Всем привет, друзья! Дядя Ктуэл Массира. Сегодня покажу вам распаковку, что мы сегодня купили в магазине Джаранхи. Честно говоря, я туда не ездила с позапрошлого года. В прошлом году там была мама с тетей, закупались. А в этом году мы с мамой поехали вдвоем. Хотя ей нельзя делать нагрузку, но одну ее оставить я не могла. Я бы переживала за нее. И одна сама ездить в магазин, в толпе чужих людей находиться я тоже не люблю. В общем, на такси мы туда поехали, а обратно за нами приехал родственник Вика и помог все загрузить в машину, все выгрузить, и на кассе тоже. Причем я говорю маме, давай по чуть-чуть будем брать, раз в неделю будем на такси приезжать и будем потихоньку закупаться, но нам нужна была белизна. Я покупала белизну, разную бытовую химию на маркетплейсах, на Валбересе, на Озоне, но это все равно дорого выходит. И какие бы разные средства я ни брала, без белизны у меня не обходится. Без вот этого густого геля Веста не обходится. Ну и заодно шампуни, аосы и бальзамы мои любимые. В общем, что по ценам, кому интересно, спрашивайте, пишите в комментариях. Все расскажу, всем все отвечу. Вот у нас чек на 13 200. Мы еще не все взяли, что нужно было, но уже мама была уставшая. Уже 2 тележки было переполнено. И из-за того, что уже за нами приехали, мы решили остальное в другой раз. Честно сказать, вчера после новостей про Дагестан сидела, плакала и просто думаю, надо отсюда выйти и отвлечься. Братьям и сестрам из Дагестана хочу сказать, пусть Всевышний вам поможет, пусть Всевышний вас хранит. Если бы мама не болела, я бы могла приехать кому-то помочь. Но из-за того, что мама болеет, я никуда не могу ни выйти, ни на работу пойти, ни поехать помогать, поэтому я буду за вас молиться, да, Алмукла. Наши братья из Дагестана, наши сестры из Дагестана, пусть Всевышний даст вам здоровья, сил, терпения и мудрости все это пережить, и соболезную тем, кто потерял своих родных и близких. Не знаю, что вам даже сказать, что вам еще пожелать. Я знаю, что наш глава, наш президент Рамзан Ахматович Дагестану тоже поможет, да, Алмукла. Он уже отправил туда и технику, и людей. Там не только наши братья дагестанцы, там наши братья чеченцы, акинцы и разные-разные тейпы. А Рамзан Ахматович помогает всегда и мусульманам, и христианам. Но Дагестан – это самая-самая братская республика, ближе нету. Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия – это для меня все свои. Дал ал штуэлшу резандел. Дал меххуахтуэлшун хылзи. Я волнуюсь, когда даже про эту тему думаю и говорю. Просто я думала, после первого наводнения у них все закончилось, а вчера вдруг посмотрела новые ролики, и я была в шоке. Думала, обошлось без жертв, без человеческих жертв имеется в виду. Конечно, пострадали люди, дома, имущество, все потеряли. Но когда вчера сказали, что там несколько человек погибло, и тем более маленькие дети, просто я плакала, не знаю. Дал я что Элца, пусть Всевышний простит все их грехи, пусть они будут в раю. Они будут обитателями рая, тем более маленькие дети. И дай сил и терпения их родным и близким. Чтобы отвлечься, друзья, сейчас я перехожу к распаковке. Нам и надо было в магазин, и просто хотелось чуть-чуть отвлечься и чуть-чуть пройтись. Ну, чуть-чуть у нас не получилось. Мама уже напилась лекарств, легла отдыхать. Я сейчас сниму распаковку и все буду убирать, протирать еще раз по холодильникам, по морозильникам. И сегодня, наверное, готовить из мяса ничего не буду. Начнем с хлеба. Хлеб семиголова. Это очень вкусные лепешки. Именно в Джаранхи я только такие видела.
батон с чесноком, нарезной батон и черный хлеб. Черный хлеб любит мама. Увидела, купила зефирчик. Здесь горчица. Мама захотела горчицу, а я захотела острый кетчуп. Но не написано, что он острый. Не знаю, какой он будет. Цены, честно говоря, поднялись. Я в шоке. Я-то вообще давно не выходила. Но последний раз мясо мы покупали то ли по 550, то ли по, меньше, чем 600 было. А сегодня в этом магазине мясо было 640 рублей, а фарш был 740 рублей. Ну и антрикоты, наверное, 740 рублей. Посмотрите. Очень вкусное свежее мясо. Это ляжка или ножка говяжья. Есть, конечно, косточка. Запах очень свежий. Потом буду разделывать, покажу. У нас была курица, соленое мясо, сушеное мясо, домашняя колбаса. Все было, но именно из свежего мяса захотелось борщ. Буду готовить. Остальное фарш делаем. И колбасу купила. Кукурузные палочки. Мой любимый чай нури. Фасоль для салата. Фасоль стоила 100 рублей. Не знаю, в других магазинах сколько, но мне кажется, подорожала. Вот такую шоколадную пасту купила. Обычно нутеллу беру, эту на пробу взяла. Бекон. Иногда покупаю красный острый доширак, но не увидела. Масло спред хозяюшка. Я люблю и сметану хозяюшка, и вот этот спред. На вкус мне нравится. Пусть вредно, пускай там не настоящее масло, но мне на вкус нравится. Хозяюшку не нашли. Там какая-то минская сметана была 15%, но мне показалась жидкая. В общем, быстро-быстро уже приехали обратно. Огурцы вот такие взяла. И вот такие маленькие. Думала, что будут дороже вот эти Велес, а оказались дороже вот эти, те, что покрупнее. Не знаю почему. 175 рублей и 220. По-моему, это все-таки дорого. Колбасу взяла наугад, мусульманская. Раньше мне нравилась аргунская колбаса, но, по-моему, тоже уже не тот вкус. 9% уксуса не нашла, купила эссенцию, буду разбавлять. Люблю добавлять крупу, мариновать. Это пакеты чаранты. Это все чистые, новые. Я всегда покупаю их побольше. А которые использовали, они пойдут уже для мусора. 2-литровой колы не было. Вот такую купила, добрые колы. Минералка Очелуки. Это вещь. Раньше производили в Ингушетии, сейчас не знаю. Чистая линия, 3 разных шампуня взяла. Не знаю, я люблю вот советские шампуни, бальзамы и белорусские. Раос с алоэ вера и с лимончиком. А вот эти, кто еще не пробовал, сейчас открою, вам покажу. Посмотрите, какая красота. Густой гель, очень хорошо пенится. 3 разных вида взяла. Может, бывают подделки, не знаю. Но в этом магазине всегда бывает вот такой густой хороший гель. Мы его разводим, мы моем посуду им, тряпки стираем. Некоторые даже вещи стирают, но я вот так использую. Разные взяла пемолюксы, сарма, чистин с яблоком, с ландышем и пемолюкс сода эффект. И вот мои любимые бальзамчики. Сейчас вот так вам покажу. Для жирных волос, для сухих.
роскошный уход. Что-то дороже, что-то дешевле. 120 рублей, 150 рублей, 130 рублей. Вот такие цены были. А если кому-то интересно, спрашивайте, я посмотрю по чеку. И самое главное, зачем я туда ездила, это белизна. Вот. Густой гель белизна. Что производства не знаю, но я его очень люблю. Сначала его не было на витрине, мы купили другой. Ну такой жидковатый, но тоже белизна гель написано. А потом этот принесли, и я сразу поменяла. А вот это просто белизна белая, это для тряпок. Вот обычные тряпки мягкие, кухонные. Я люблю каждый день оставлять в белизне, и дезинфекции вот этого синтетического запаха не бывает. Попробуйте. Еще мы взяли 2 порошка. Сначала миф взяла, даже цену не посмотрела, 6 килограммов. А потом чайка. Порошок чайка я очень люблю. Оказывается, он белорусский. Производство Белоруссия, качество отличное, как в старые добрые времена. Ну а по цене оказалось, что всего 30 рублей разница. 9 килограммов и 6 килограммов. В другой раз возьму, если будет 15 килограммов чайка. В общем, друзья, сейчас мне это все надо убирать. Самое главное, мясо положить в холодильник. Оно было в 2 пакетах. Я его сразу в чашку положила. Они взвешивают, сейчас если чек увижу, клеят, а потом на кассе оплачиваем. Вот такая у нас распаковка получилась. Я хотела снять магазин, но, конечно, я ничего не успела бы, потому что с одной стороны я маму держала за руку, с другой стороны тележка. Потом позвонила родственнику, сможешь ты приехать за нами или нет. Сможет. И набрала 2-ю тележку на радостях. Всем хорошего дня, друзья. Всем всего хорошего. Я немножко устала, и распаковка немножко получилась сумбурная. В общем, взяли все нужное в хозяйстве, и несколько месяцев можно быть спокойным. Магазин Джаранхи находится недалеко от РТС, конечная остановка 55-го маршрута. Массе дебятки дохлу, адикю. Всем пока-пока. Кому понравился ролик, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь, если кто-то еще не подписан на канал. Просто будем общаться с вами. Все, теперь пока.